Выглядите так ли великолепно, как Ольга Владимировна. Здравствуйте. Привет! Хорошо ли меня слышно? Да, сейчас О, так погромче. очкарик, попешарик. Привет! Ну, это как раз не Отличная видно. батарея у тебя там сзади. Или что это такое? Вот это? А, это полотенчик. Мне очки нужны, боже мой, я ничего не вижу. Привет! Да. Салют. Привет, мои хорошие, здравствуйте. А как у тебя в очках ничего не отражается? Они у тебя без линз, что ли? Это для красоты. Это просто такие, они, знаешь, дизайнерские очки. Да-да, морщины скрывают. Я что-то тоже вот не подумала, надо было, конечно, да. Не, вообще, Ой. у меня же дальнозоркость, они немножко увеличивают размер глаз и глубину морщин. Смотри, какой большеглазик стал. Привет, ребята, привет. Ну что, как дела? Девчонки, чем занимаетесь на странице Антона Камолова? Что вы тут делаете? Билл Гейтс развелся. Во-первых, не развелся, а разводится. Ну, Вот. дело А за малым. во-вторых, а ты Папа слышал, поделись. что-то где-то, что сначала прошло, Джо Байден собрался ввести новый налог, и пары, которые состоят, получается, совместных налогов больше, чем если бы они платили, живя порознь. И тут же, практически, я думаю, что это, конечно, совпадение, но забавно получилось, тут же Билл Гейтс, значит, решил развестись. Ага. А Безос, значит, который Амазон, он как бы предвидел ситуацию. Видимо, да. Вовремя Такой. соскочил. Но, ты знаешь, все больше и больше претендентов на то, чтобы стать главным героем шоу «Холостяк». Да, кстати говоря. Да. Он еще и жрет, смотри, я еще уже обнаглел. Из дома, вот что на человек из дома выходит в эфир. А то все Не говори. с работы. Батарея. Такой Батарея, собранный, какой, да. фисташки. Да, кофе такой вот просто, что один эфир, потом второй эфир. А теперь сидит сейчас еще баранью ногу еще, знаешь, тебе не... Боже мой. С ума сойти вообще. Хорошо. Да, я представляю. Представляю, как тебе хорошо. Ребята, я вас обожаю, нам тут Он там пора. нам пишет, что кто-то у нас выиграл на кассету Земфиры когда-то. Прислали кассету-то, все нормально. До сих пор на Европе Плюс, я когда работал в утреннем шоу, и у нас регулярно мы разыгрывали практически каждый день какие-то призы. Иногда по одному, иногда по нескольку в день. И там целый отдел на Европе Плюс, который рассылал эти призы, потому что много всего разыгрывалось. Ну и нет-нет, да и что-нибудь там то ли забудется, то ли потеряется. Мне что-то не до сих пор пишут, что «А вот я в 1911 году у вас телевизор Фунай выиграл». Где он? Да. Мне сказать нечего. А ты камеру переверни, и мы посмотрим, где этот Фунай висит. Ну, если только не надо. Вот, да. Вот справа прям была. Я видела. Панелька висела. Ага. Вот спрашивает, Антон, как с личной жизнью? Нормально все? Спасибо, хорошо. Спасибо. Да. А вот пишут, что Билл Гейтс жадный продумен. В смысле, продумывает все Да, время? ну как бы продуманный чувак. Продумен. Антону идут очки. Вон пишут, чипироваться жена Билла Гейтса не хочет. Я вяжу свитеры, собираюсь собирать комод из Икеи. Собираетесь собирать. Ага. Так, ну, мне кажется, что майские праздники – это идеальная вещь для того, чтобы сделать дело с неопознанным или неограниченным сроком делания. Ну вот, например, когда вы начинаете собирать какой-то шкаф из Икеи, в принципе, если вы опытный человек или что-то такое, то вы можете его собрать, ну не знаю, за час, если это достаточно большой. Но, если вы неопытный, можете и не собрать и за 2 дня. Так что лучше, если впереди несколько дней свободных. Так, вот нам пишут... Ой, слушай, свободные дни, ты знаешь, надумаешь, вот, ой, целых 10 дней ничего не делания, поделаю-ка я дела. И потом, чик, 10 дней прошли, а ты, ну, как бы, шашлычок, водочка были, а все остальное чуть не помню. Это капец. Сегодня уже 4 число, уже ты как бы видишь внутри вот этого праздничного туннеля, ты видишь рабочий день. А я еще даже не обязательно успеть сделать за вот эти длинные выходные. Вот, понимаешь? А вот человек, я сдала кандидатский экзамен по философии, ура, скоро предзащита диссертации. Молодец. Люди делом заняты, понимаешь? А что? Я вот сейчас не вспомню, что я полезного сделала. Ничего не сделала полезного. Я был на выставке этих самых частей тела. Это полезно? Ну, я был сыном.
Зачет. Страшно. Это как где человеческие тела, натуральные вот эти органы, да? Да. Я это называю вяленая человеченка. Ага. Вот. Но это вообще не страшно, потому что оно не выглядит реалистично. То есть, мне кажется, посмотреть программу «Дежурная часть» или что-то такое, или, знаешь, там новости на некоторых каналах будет пострашнее. Там более реалистично, там прям кровь, мясо, вот это вот все. А здесь, как бы ты смотришь, это не выглядит как-то устрашающе, это выглядит познавательно. Причем там много интересных достаточно подписей, что как выглядит желудочно-кишечный тракт, как нервная система, кровеносная система. И тут же наглядно все это показывается. Мне кажется, сын учится в 8 классе, они как раз на биологии проходили вот все эти системы жизнедеятельности человека. Мне кажется, идеально было бы вообще приезжать к классам туда и там все это смотреть, и, как говорится. Наверное, было бы полезно. Поржали бы, это точно. Сегодня сорвала обои на кухне, вот нам пишут наши зрители. Это было опрометчиво, потому что, мне кажется, все дела начинаются с того, что что-нибудь разломать, значит, вот прям и на следующий день прям сделать. А потом люди живут с оборванными обоями годами. У нас тут спрашивают, а Даша будет в эфире? Даша, которой папа тогда ночью пришел, отмечала день рождения. Даша мне отписалась, ребята. Даша отписалась, которую папа наругал за то, что она в эфире ночью с какими-то обормотами. Дурака валяет. Ну, в общем, Даша написала, что пап нормально, пап просто не понял, с кем разговаривать, думала, она просто так жужжит там с подружками, вот, а утром, говорит, я им показала, ну, посмеялись вместе. Короче, Даша жива, все нормально. Пап просто не понял, с кем разговаривать, понимаете? А потом такой, так это Шелест Комов, я на них вырос. Вот, да. Чего ж ты сразу не сказала, понимаешь? Вот Даша просто сразу раз-раз и все. Любимки же мои, это же. Да, а вот человек пишет, хорошо, что завтра на работу. Не ушли. Понятно, что президент сказал, но все-таки, ну что кому, понимаешь? Да дело не только в том, что работать кому, а оплатить из каких денег. Как бы президент сказал, гуляйте, а денег на то, чтобы оплачивать, он как бы... Ты знаешь, тут, кстати, вывесили, посчитали, сколько россияне вообще отдыхают. И получается, что россияне отдыхают 5 месяцев в году. То есть почти полгода нерабочие дни. Потому что, смотрите, 52 недели, 52 недели по 2 выходных дня, 104 выходных дня. Плюс 28 дней отпуск, ну, обычно у человека, да, по закону ему положено. Плюс, по-моему, 14 официальных выходных. Плюс еще что-то. И, короче, отдыхаем, не работаем, по крайней мере, 7 месяцев. Да, и вот тут пишет, майские праздники в этом году. Мир, труд, май, Христос воскрес, Гитлер капут. Да, подрастянулась. А вот, чтобы он не запалил меня. Так вот, как-то на металлолом, наверное, надо разобрать, да? Цвет мед, вот это сдать, все сразу. Ну, как бы это такое изощренное самоубийство, выкинуть мотоцикл мужа. Любимый мотоцикл мужа. Это вы так по стопам Билла Гейтса пойдете, придется разводиться потом. Да. Ой, да. Так. Политическая критика в эфире? Смотрите, чтобы инста у вас не замедлилась. Нет, что вы? Это экономическая критика, не политическая. Ой, детей некуда деть. Терпеть не могу праздники, вот здесь пишут. Исполнится просто пендель под одно место, и все, и до свидания. Потерпите. Мне кажется, это утопия. Это утопия. Если до 18 лет вас еще раздражают дети, то они и после 18 никуда из вашей жизни не денутся, мне кажется. Ой. Но почему вы раздражаетесь на празднике, когда вам некуда деть детей? Вам же некуда деть не праздники, а детей. Раздражайтесь на детей. Скажите, дети бесят, раздражают. Психологическая минута Оля, у нас тут была сейчас. Новая ваша стрижка – огонь. Да, я тоже вижу. Что там у тебя говорят? Как бы раз. Выбритый висок экран внимательно смотрели твои видосики. Хотел спросить. Постоянные зрители канала Muse and Irish интересуются, а когда будет новый видосик?
Ага. Новый видосик будет бомбический. Прям готовим, да. Скоро. Извините, Да? что немножко подзатянули. Опять же, праздники эти, вот Я это вот жду. все навалилось. А ты ждешь. Мой ты хороший, ты ждешь. Ребят, Да. подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Так, ладно, давайте дальше у нас новости. Мы прям готовим. Будет прям... Потом будем чистить, уже сами скажете, ой, уж больше не выкладывайте, не можем уже на это смотреть. Ой, ребята. Так, вот Ну на что, самом деле мы все у тебя над есть? Биллом Гейтсом похохатываем, знаешь, уже даже забыли, сколько у него и денег. А недавно Forbes составил список молодых криптомиллионеров, и вот Виталий Бутерин, Который, чувствуете, да? ну, который, Русские корни, ну, да, он он из стал... Беларуси, он, по-моему, белорус. Ну, все... А что Беларусь, что Россия? Ну, что Украина, что Казахстан, все мы братья. Это наши все. Нет? Что там написано? Не совсем. Ну, практически. Ну, практически, да. Ну, Ну, да. слушай, ну, вот сдашь ты тест вот этот вот, который сдают, генетический тест, и у Да. тебя там будет 5% там, нет, даже больше, наверное, там 20% будет Литва какая-нибудь, 10% узбеков, 40% белорусов, украинцев. Разве Я уже нет? сдал. Оль, я Ты уже сдал, сдал. да? И у тебя всего лишь из этого всего списка только 2% индейцев. Да. Понимаешь? Я помню Да. это, я завидую. Это круто. А ты не Больше- сдавала, кстати? Ты не Нет, сдавала? Нет? не сдавал. Я не хочу свой генетический материал, знаешь, расплескивать. А я потом забрал. Я говорю, только вы мне мою слюну обратно. А ну-ка. Да, конечно. Она уже в пакетике хранится. Не. Это же американский тест был. Ну, они не все в про пакетике. тебя знают. Они все про тебя Они по знают. картонке мою слюну размазали и сказали, нате и обратно заберите. Серьезно? Харчу свою. Да нет, конечно. Все, плюнул, забыл. Все, ну как. Вот. Понимаешь, на тебя уже досье там. И Потом квартира на них. И все что угодно. Все твои внебрачные дети, они теперь могут запросто вообще просто этим воспользоваться и подать на тебя в суд.